Я вам сегодня расскажу про Android-разработку. Я Android-разработчик в Neobis Labs, и на протяжении того времени, что я в Neobis год, я работала над 3 крупными проектами. Это грузовоз с приложением в 2 этапа, это приложение для улучшения работы водителей в сфере грузоперевозок, и CRM-кафе — это приложение для автоматизации работы внутреннего персонала, ресторанов. Вообще немного об Android. Если вы не знали, Android не всегда двигался под Гуглом. Изначально Android был создан компанией Android Inc., которая с 2003 года работала над созданием операционной системы для фотоаппаратов и телефонов. А в 2005 году Google уже купила Android Inc. за $50 миллионов. А в 2007 появилась первая версия SDK. SDK — это набор средств для разработки, позволяющий создавать приложения и эмулятор для ПК. С тех пор 5 ноября принято считать днем рождения Android, хотя первый смартфон на ней вышел позже. Еще забавный факт, что у Samsung была возможность приобрести Android в 2004 году, но в компании сочли, что у операционной системы нет потенциала. А логотип Android был разработан российским дизайнером Ириной Блок в 2007 году, и она говорила, что вдохновлением послужило изображение человека на туалетных табличках. О версиях Android. На данный момент существует 10 версий Android, и у всех названия — это какие-то десерты. И они расположены так, что каждое название, первая буква названия — это буква алфавита. Например, если первое название было альфа и бета, дальше пошли капкейк, Си, Ди, И, эклер и так далее по алфавиту. Сейчас в Android Studio можно выбрать разработку с версией Ice Cream. То есть чем выше вы выбираете уровень Android, тем меньше шансов, что, используя фишки этого уровня, будут поддерживаться другими устройствами. Так, например, Android 10 поддерживается только 2% девайсов поддерживает этот Android, в то время как Jelly Bean, допустим, поддерживается 95%. Я использую Lollipop. Мне он нравится. Дальше. Один из частых вопросов — Kotlin или Java. Я вообще начинала с Java, и Android учила сначала на Java. И Java вообще мне помогла очень сильно. Я, допустим, изучала Python еще до Java, но он не смог сделать того же, что Java для меня. Благодаря Java я поняла вообще структуру программирования, поняла основу ООП. Вообще это очень полезный язык, я бы каждому советовала начать с Java. Но потом я перешла на Kotlin, и я сейчас пишу на Kotlin. Я считаю, он намного удобнее, чем Java. Конкретно Android на нем писать намного удобнее. У него очень много приятных вещей, и код становится намного короче. Даже исследованиями показано, что время затраты кода на Java и Kotlin, на Kotlin оно на 30% меньше. И еще один язык, C++, на нем тоже пишут Android, но он больше для энергозатратных каких-то приложений или игр, и он сложно настраиваемый, поэтому на нем я не писала. Среда разработки. Я знаю о 3 сред разработки. Eclipse, я знаю, что она бесплатная. IntelliJ IDEA, там тоже можно разрабатывать на Android. И самый популярный — это Android Studio. Я работала только на Android Studio, но, как я читала, у многих есть какие-то свои плюсы, интересные штуки. Но самый популярный — это Android Studio и самое удобное. Здесь ресурсы, по которым вы можете изучать Android, по которым я сама их изучала. В основном это Udacity. Это, правда, очень хороший курс. Если вы хотите начать изучать Android, вот, пожалуйста. Теперь, наверное, перейдем к самому приложению. Я вам сейчас покажу на телефоне, как оно будет выглядеть. Вот. Такое приложение я вам буду объяснять. Вот можно добавить новую заметку. И она у нас сохранится. Да, он немного зависает, поэтому вот. Так, теперь я вам покажу код. Смотрите, это Android Studio. Я, как уже говорила, я писала только на Android Studio. Слева у нас вообще поле для нашего творчества. У нас, скажем, 2 поля. Это сам код, который мы
я вернусь позже. И папка ресурсов, в ней вся визуальная составляющая нашего приложения. То есть папка Drawable, в ней хранятся все картинки, которые мы используем в течение работы над приложением. Они в формате XML, это потому что это векторная графика. В Android как обычная графика, так и векторная есть. Желательно использовать векторную, так как при расширении этой картинки качество ее не поменяется. И в векторной графике можно прямо в коде менять, допустим, значения по цветам, допустим, я могу поменять на черный. Видите? Это один из плюсов векторной графики. Добавить свой. Вы можете создать эту папку и добавить сюда шрифт. В моем случае это шрифт Neobis. Но это не обязательно, то есть это по желанию. Папка Meetmap. Здесь ваши иконки в разных размерах, округленные и обычные иконки вашего приложения. Если вы добавляете картинку для иконки, то она автоматически создает разные размеры и округления. И папка Values. Здесь папка с цветами, которые вы используете в своем приложении. Это создано для удобства, то есть вы пишете название цвета, который будете использовать, и его значение в RGB-системе. RGB-система — это уровни красного, зеленого и синего. Вот, вы можете погуглить это, там несложно. И последнее — это Styles. Стили — это отдельная тема, в которую вам сейчас не нужно углубляться. Но вы можете прописать тему, например. И самая главная папка — это Layout. Здесь показаны XML-файлы вашего приложения, именно дизайна. Начнем с Activity Main. Здесь, именно здесь, вы рисуете, как будет выглядеть ваше приложение. Здесь у нас сейчас пустое окно. Давайте разберем вообще, что здесь происходит. Когда вы начинаете делать дизайн, вы с самого начала ставите layout. Layout это то, с помощью чего будет держаться весь ваш дизайн. Layout бывает constraint, relative, linear и frame. Это основные. Здесь constraint layout, его в функциях, чем он отличается от других, это тем, что вы можете располагать элементы так, как вам удобно, и этот layout адаптивный. То есть, если это будет на большом экране, если вы все правильно сверстаете, и у вас будет большой экран или, наоборот, меньший экран, то... Кстати, в Android есть такие вещи, как margin и padding, это отступы. У них небольшая разница, но о них я сейчас не буду говорить, потому что это мелочи, я вам хочу в целом показать приложение. Так, вот тут стоит Recycler View. Recycler View — это вещь, очень важная вещь, с помощью которой мы высвечиваем списки в нашем приложении. Кстати, для таких вещей это Recycler View — это настолько, скажем, тяжелая вещь, что для нее создана библиотека. И для некоторых вещей, таких как раз это, мы должны прописывать зависимости, которые подключают библиотеки. Они находятся вот тут, в папке Gradle. Вот тут мы прописываем зависимости. Вот, допустим, у нас для карточки, это я вам потом покажу, вот для Recycle View. Это позволяет включать нужные вам библиотеки и не перегружать ваше приложение, вообще Android Studio ненужными библиотеками. Кстати, вот есть цвет, например, давайте поменяем его на какой-нибудь другой. Вот он, Color Main, он красный, можете сказать любой цвет, хотя, вот отсюда можно выбрать. Давайте, какой цвет? Можно зеленый. Или розовый. И будет розовый. И вот, видите, его RGB состав поменялся. И из-за того, что мы меняем только в одном месте, везде, где мы использовали вот это название, оно меняется везде. То есть этот цвет меняется везде, где мы его раньше использовали. Рассмотрим еще один последний XML-файл. Это то, как у нас будет выглядеть наша заметка. Здесь у нас стоит, главное, это Relative Layout. Мы должны нарисовать, как она одна будет выглядеть. Да? Мы будем дублировать такой вещи, как адаптер, про который я расскажу позже. Вот здесь Card View, для него мы тоже прописывали библиотеку. Здесь Text View. Есть разные виды View. Это Text View и Image View, самые популярные. Image Button, они используются, чтобы создать дизайн приложения. Вот, теперь давайте перейдем к самому коду. Итак, начнем с Main Activity. Main Activity, кстати, приложение написано на Kotlin. Вот. И здесь, смотрите, мы объявляем фрагмент менеджер и наш фрагмент, именно класс фрагмент. И тут мы показываем, что вот этот фрагмент заменит main контейнер в activity main. То есть, помните, я вам говорила, вот тут есть контент main, который мы будем замещать. Вот как раз мы пишем, что вот этот фрагмент заменит вот этот контент. Так работает смена фрагментов.
теперь посмотрим дальше, сам фрагмент. Я тут архивировала все по папкам, и тут используется, кстати, ViewModel. MVVM — это архитектура. Слайд датой. Итак, смотрите, это наш главный фрагмент, который мы видим, когда запускаем приложение. Здесь мы, во-первых, объявляем ViewModel. ViewModel, вот он, этот класс. Здесь, в общем, MVVM — это архитектура, которая построена на таком принципе, что наш фрагмент, то есть наш view, должен обращаться во ViewModel, вот сюда, который хранит в себе какие-то методы, как, допустим, getNode и setNode в нашем случае, и который обращается к самому репозиторию, в котором происходит сама логика. Итак, здесь также есть адаптер. Давайте сразу на него перейдем. Адаптер, он у нас, кстати, вот тут находится, вот он. Адаптер. Он в конструкторе принимает лист как раз нотов и наследуется от recycler view, то есть они тесно связаны. Адаптер — это вещь, с помощью которой мы наполняем recycler view, да, и потом высвечиваем на экране как список. Здесь есть такой метод, который позволяет как раз вот этот список, вот этот item, помните, мы рассматривали, как выглядит эта наша заметка. Он и позволяет его наполнить. Дальше мы указываем, сколько, размер нашего списка. И по позиции определяем, что с каким, что с заметками делать вообще. Здесь у нас только то, что мы отображаем текст. То есть мы определяем это variable, переменную, в которую и засовываем текст, который мы уже сохранили, когда добавили заметку отсюда. Вот здесь. Это тоже сейчас рассмотрим. Итак, давайте перейдем к добавлению самой заметки. То есть, когда мы нажимаем кнопку «плюс», у нас открывается окно, где мы можем ввести текст. И, кстати, вот оно, так выглядит. Я его не показала, да? Но здесь тоже ничего необычного, только image view, это вот эта стрелочка, которая позволяет нам перейти назад. Вот она. Кстати, она тоже стала красной, хотя была такой... розовая стала, хотя была красной, да. Как я говорила, все цвета меняются. Итак, вот здесь мы обозначаем наш edit текст, находим по ID-шке, которую мы там прописали, чтобы его использовать. Edit текст — это то поле, где мы вводим текст. Мы ставим, чтобы он сразу был на фокусе. И есть такой метод, как text change listener, который слушает, что происходит с текстом. То есть я поставила сюда, есть метод on text change, то есть когда текст меняется, мы берем этот текст, и если он не пустой, то кнопки «Готово» ставим в usability. Что это значит? Смотрите, вот тут сейчас вы ничего не видите, правильно? Смотрите. Ничего нет. Но если это потому, что я убрала usability, вот он, not ready, у одной вьюшки. Смотрите, я поставлю сюда visible, и она появилась. Я сделала так, что как только мы начинаем писать слова, у нас тут появляется галочка. В конце еще, возможно, покажу. Но я ее сейчас убрала, чтобы она была не видна с самого начала. И вот, он ее делает visible, и если она становится empty, он gone ставит. То есть ее скрывает этот смысл. И go back button, это вот мы также нашли ее по ID, и смотрим, если у нас не пустая заметка, то мы ее сохраняем. Мы ее сохраняем, то есть мы ставим ViewModel и setNodes используем. Мы уже вот тут объявили наш ViewModel, который я вам до этого показывала, и поставили сюда setNodes. Смотрите, давайте перейдем сразу. Он использует этот метод, обращается к... И здесь используется setNodes. Вот это, кстати, это для того, чтобы это делалось на втором потоке, потому что в одном потоке он не может использовать LightData. LightData здесь для того, чтобы, когда мы добавим заметку, чтобы она сразу появлялась на экране, потому что без нее нам нужно будет перезапустить приложение, а потом только она будет нам видна. Для этого мы используем вот это. Здесь мы используем метод вот setNodes background, это suspended function, и здесь уже используем nodes.dao, setNodes. Nodes.dao — это класс, который находится вот здесь, в дате. Он относится к room. Room — локальная база данных. Чтобы нам ее использовать, нам нужно создать два класса. Это DAO, там, где наши методы
и наши запросы. То есть set node — это insert, и query просто get node — это вот, видите, обычный SQL select from nodes и так далее. И второй класс — это node database. То есть здесь именно мы ставим, что database — это наш класс node. Node — это вот он тут в моделях, вот он node. Кстати, мы обозначаем, что он entity, это тоже для рума, и обозначаем ему table name nodes. Дальше определяем, что у него есть integer ID, это primary key, то есть он автодженерейтится, и его имя — это ID, и имя нашего body — это body. Дальше вот тут в датабейсе мы указываем version, это то, когда ваша база данных, допустим, ломается, вы ставите другую версию, и она у вас заново, то есть очищается, и становится совсем пустой. Здесь мы просто, это стандартный код, который всегда используется при создании базы данных. То есть мы просто создаем саму базу данных, используя вот он, name node, то есть наш класс node, модель наша. И теперь здесь, так, это я сказала. И он как раз с помощью этого и сохраняет, вот, инсертит его в наш database из репозитория. То есть вы поняли, да, фрагмент стучится в ViewModel, а он стучится в репозиторий. Потом репозиторий возвращает ответ в ViewModel, а он в фрагмент. Вот так. А теперь вот сюда перейдем. Здесь. Дальше здесь он create view, он позволяет как раз создать сам view, сам образ вот этого вот node фрагмент. Это файл XML, который мы с вами смотрели. И здесь я пишу метод initViews, передаю сюда view. Вот он, initViews. И здесь определяю опять ViewModel, получаю сам nodes ViewModel, вот этот класс, и беру от него getNodes, который метод в нем мы уже тоже видели, и смотрю этот список, то есть слушаю этот список. Когда он возвращает мне какой-то список, я этот список, передаю вместе с view в метод initList. К нему перейдем. А здесь же, кстати, add button, то есть кнопочка вот эта плавающая, floating action button, ее мы также находим по ID, ставим ему click listener и открываем просто новую activity. Вот это intent. Это позволяет нам открыть новую activity. Мы ставим, что контекст этого класса контекст, и передаем еще activity, которые нам нужно открыть. В нашем случае это add node activity. Вот. А вот этот метод, который мы передали, лист, который получили, вот он тут находится. Вот он принимает лист и view. Здесь мы инициализируем адаптер, наш адаптер, который позволяет вывести лист. И я ставлю, что он должен нам вывести реверснутый лист. То есть это значит, что этот лист будет перевернут, когда он нам выведет, чтобы он не добавлял самый старый вверх, чтобы самые старые были внизу, а самые новые вверху. Вот. Дальше у нас layout manager. Это позволяет нам определить, с каким, как мы покажем наш лист. Либо как сетку, как grid. Сейчас у нас как сетка, то есть друг за другом идет. Либо как linear layout, то есть друг за другом горизонтально или вертикально. Дальше мы ставим, что сюда activity наше передаем, в котором это будет высвечиваться, и что у нас будет два столбика. Дальше мы ставим ставим по view, находим наш recycler view. То есть к XML файлу мы можем обращаться как вот так, находить его, find by ID, использовать метод, находить по ID-шке. Либо, если это фрагмент, ставим view, вот он, и находим прямо по ID-шке вот так. То есть, если мы перейдем сюда, мы увидим, что он нас отправит прямо сюда, прямо по этой ID-шке. Вот. Мы нашли, сюда положили layout manager и обновили адаптер, вот этот bit обозначает, что он обновит данные в адаптере, и поставили сам адаптер. Вот. Здесь еще что? Ну, здесь все мы разобрали, вот только здесь go back button, это я вам объяснила, и done button, то есть когда вы нажимаете кнопку готово, он сюда тоже определяет, если он не пустой, то он обращается к ViewModel и сетит node сюда. То есть то же самое. По ViewModel он в репозитории, а он сюда. И вот он сетит node. А в главном от него просто получаем ноты, используя вот этот метод. Вот. Ну, в принципе, все. Это само приложение.
И я вам могу сейчас показать просто, как оно выглядит. Я здесь завершу и покажу вам с телефона, как оно выглядит. Когда Хорошо? вы показывали, там были папочки. Вот тут был вопрос о том, что эти папочки нужно самим создавать, или же они уже есть по умолчанию? Эти папки, они по умолчанию все стоят. Только папка для шрифта создается сама. Ну, вы сами должны, потому что вы добавляете шрифт, который хотите. А остальные все, они сами по умолчанию там стоят. Также был еще вопрос о том, что где вообще можно открыть, скачать Android Studio? И есть ли какие-то определенные версии, которые лучше или желательно пока не скачивать, и есть лучшая версия их? У Android Studio, ну, вы просто гуглите «скачать Android Studio». У вас там официальный сайт сразу выйдет. Вы просто оттуда скачиваете. Он сам скачивает, вам устанавливает SDK и все, что вам нужно. А насчет версий, чем новее, тем лучше, но он сам, то есть вы когда скачиваете, он самую последнюю версию вам устанавливает. И всегда предлагает обновление, как только выходит. Подскажите, пожалуйста, а с чего нужно начинать начинающим мобильным разработчикам? Ну, для начала, я думаю, вообще изучить язык Java или Kotlin. Ну, я за Java всеми руками. Сначала за Java. Потому что, как я сказала, он очень хорошо помогает понять программирование в целом. Прям хорошо. А потом перейти на Kotlin. Обязательно тоже перейти на Kotlin. Ну, когда вы начинаете изучать Java, изучить ее, порешать на ней задачки, посмотреть принципы вообще строения языка. Потому что потом намного легче будет писать код чистый и понятный и легкий, который можно будет потом дорабатывать легко. Самый классный курс, по которому в основном, например, я шла во время стадий-плана в Ньюбисе, это Udacity, Android Basics. Он, правда, очень хороший, он там на Java,